Когда? Я сам хочу, просто надо долечить травму и все. Мне кажется, у Шавката Рахмонова больше нет чемпионских амбиций. Звездность, вот это, да, звездная болезнь, я думаю. Шавкат, а почему ты со мной разговариваешь на матах? Шавкат был уже максимально агрессивный, максимально злой, в его глазах была ненависть, и я реально начал бояться за свое здоровье, за свою жизнь. Иә достар, бұндайды сендер тек қана төбелес арнасында ғана көре аласыздар. Шавкат Рахмонов, қазақ журналисті, наш боец Сула атты журналистпен ерегесіп, оған душта қоқан-лоқы көрсетті. Онымен қоса Шавкат UFC-ге қашан оралып, қашан жекпе-жегі болатынын айтып кеткен. Барлығын тізбектеп айтып беремін. Сіздермен бірге төбелес арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Шавкат, ты решил в угол прийти, когда узнал, что Куат Хамитов будет в углу Мариф Пираева? Ну, без разницы. Он свою друга, наверное, поддержит, мы за свою друга. Ты прям в углу будешь? Я просто его, Мариф, фамилии готовили другие тренера, я там особо не участвовал, наверное, в углу не буду, просто там наблюдать и поддерживать со стороны, все. Тоже, очевидный вопрос, не могу тебя спросить, когда возвращение, потому что много, ты сам видишь, уже и слухов по поводу этого, и многие ждут, поменялся чемпион, Ислам Махачев уже тоже пришел в 77, и вот все ждут твоего возвращения. Когда? Я сам хочу, просто надо долечить травму и все, быть готовым, и от ситуации зависит, в принципе, хочется, конечно, сразу за чемпионский пояс подраться, ну, посмотрим, время покажет. Мне надо быть самым главным готовым, кто бы там ни был. Все. А вот история про то, что декабрь вернешься, насколько она правдива? Ну, думаю, правдиво, но самое главное, чтобы травма не беспокоила, а так я хочу подраться в этом году. Ну, по Джеку Дел Маделене, что думаешь, заслужил? Ну, конечно, он в данный момент чемпион, выиграл, Билал, по крайней мере, он лучше сейчас, ну, посмотрим. Время все покажет, мы тоже готовимся, будем ждать. И вот приятно был удивлен, по всему городу огромные твои постеры теперь висят, ты стал лицом, я так понимаю, Каспия. Насколько тебе приятно, когда ты видишь там 10-метрового Шавката, когда едешь по улице? Да, конечно, приятно, это как бы долго над этим работали, чтобы наши плакаты висели. Ну, очень приятно, честно говоря. Не знаю. Все скидывают меня. Окей, все, тогда ждем возвращения. Иә, Шавкат осы жылы шығып қалуы мүмкін. Ал енді ең қызығы Шавкат пен журналистің ерегесі жайлы айтайық. Бірінші, журналист Шавкат жайлы сыни пікір айтқан еді. Яғни ода жұлдыздық ауру бар, және де чемпион болуға қатты талпынысы жоқ деген болатын. Мне кажется, у Шавката Рахмонова больше нет чемпионских амбиций. Звездность, вот это, да, звездная болезнь, я думаю. Ал енді журналистің сөзінше Шавкат осы сөздер үшін бұл журналистпен не істеп, не айтқанын бірге тыңдайық. Шавкат Рахмонов, он меня замечает и говорит: о, Сула, тебя как раз таки я искал, пойдем-ка, парень, нам с тобой нужно очень серьезно поговорить. Я думаю, ну пойдем тоже, и мы с ним вместе заходим в раздевалку Фанилия Рафикова. Я вижу там человек 20, да, это команда Фанилия, ребят, скорее всего, там были и из Павлодара тоже. В общем, приличное количество. И вот мы заходим туда, большая раздевалка, а в самом конце слева там дверь с душевой. И вот мы идем пока до этой душевой, Шавкат довольно громко, в такой шуточной форме говорит: вот сейчас мы с тобой, Сула, наконец-таки поговорим. Я, ну, нормально, захожу первый в эту душевую, за мной заходит Шавкат, закрывает дверь. Я поворачиваюсь, и вот между нами расстояние примерно полметра максимум. И он начинает мне говорить: ты что, Сула, про меня там вообще начинаешь говорить? Уже в матершинной форме. И с очень серьезным и агрессивным лицом. Сразу он поменялся. Я говорю: стоп, Шавкат, а почему ты со мной разговариваешь на матах? Разве я с тобой разговариваю на матах? В чем дело? Да? Что за разговор у нас такой получается? Он ничего не ответил, но, знаете, вот внешней стороной ладони по моему прессу так чик-чик-чик, не сильно, но так пах-пах, раза 2-3. Я говорю: стоп, Шавкат, а почему ты меня бьешь? С чего это вдруг? А он мне говорит: слушай, Сула, я сейчас еще и не бью. Когда я тебя изобью, ты будешь вообще просто, это будет совершенно другая. А я тебя, говорит, изобью конкретно. Он тут начинает использовать слова уже и бранные, и на казахском языке.
описывая, как он будет бить мое, так скажем, бездыханное, безжизненное уже тело. Если я, с его слов опять же, хотя бы раз и еще раз про него что-то вообще скажу. Понимаете? То есть это было живо, ярко, он говорил, но там не было оскорблений, там типа, знаешь, там ты такой-то, такой-то сын, ты там такой-то, такой-то, и такого не было. Но он прям говорил, я тебя вот прям жестко, конкретно нанесу очень тяжелые увечья твоему организму. Я это все в культурной форме вам преподношу. После которого там, допустим, жизнедеятельность будет уже типа невозможна. Ну что-то в этом роде, ребята. Я говорю, подожди, Шавкат, а с чего это вдруг ты собрался такое со мной совершить? Я тебя что, оскорбил? Тебя или твоих родных и близких? Почему ты позволяешь себе такое говорить мне? И почему ты хочешь такое со мной произвести? И он тут говорит, слушай, вот ты говорил, что у меня звездная болезнь. А тут нужно немножко контекста. Да, в одном из рилсов, он есть у меня на аккаунте, зайдите, посмотрите, по-моему, называется Шавкат Рахмонов «Все», там со знаком вопроса. Я говорил, что у Шавката Рахмонова, но я делился своей субъективной точкой зрения, что у Шавката Рахмонова звездная болезнь. Но, ребята, это оценочное суждение. Я могу быть прав, могу быть неправ, да? Но это оценочное суждение ни в коем случае не оскорбление. Вот и все. И вот он говорит, ты сказал, что у меня звездная болезнь. И далее он говорит другую фразу. Ты сказал, что Жалгаз Жумагулов лучший боец ММА. Опять же, немножко контекста. Да, однажды, в первый раз я об этом сказал на подкасте в интервью у Виктории из Найзы, на ее проекте, который называется «Один на один без перчаток». Она спрашивала меня, кто, на ваш взгляд, самый лучший боец ММА Казахстана, да, за всю нашу новейшую историю. И я тогда сказал то, что, на мой взгляд, первый номер был и остается это Жалгаз Жумагулов. Это моя субъективная точка зрения, вы можете с ней соглашаться, либо нет. Тогда я ей обосновал, почему я так думаю. И после этого на некоторых подкастах я также говорил, то, что когда тема это касалась, я говорил, то, что, на мой взгляд, самый лучший вот за всю историю Казахстана это Жалгаз Жумагулов. И объективно я, то есть, раскидывал это по полочкам. И тут мне говорит об этом Шавкат. Я не понимаю вообще, при чем тут вообще Жалгаз? При чем тут вообще Жалгаз, да? Я чуть в осадок не выпал. Но я не стал эту тему, я не стал у него об этом спрашивать, потому что к этому моменту Шавкат был уже максимально агрессивный, максимально злой, в его глазах была ненависть. И я реально начал бояться за свое здоровье, за свою жизнь. Ребята, это 3-й номер мирового рейтинга UFC в 77 килограммов. Ему не нужно меня несколько добивать. Ему одного удара хватит вполне вероятно при моем здоровье, чтобы моя следующая остановка оказалась в реанимации, после реанимации, либо вообще 3 метра под землю. Вполне вероятно. Я объективно свои силы, я, знаете, не преувеличиваю вообще никак. Я прекрасно понимаю, каковы мои шансы после серьезного удара или нескольких ударов от Шавката. И вот он сейчас в таком состоянии был, он угрожает, он говорит, что он со мной сделает, если я еще, то есть он завелся и начинает говорить, ты еще раз, ты пожалеешь, потому что я сделаю так, и мне страшно, как бы так. Я понимаю, что единственное в этот момент, что я могу сделать, это просто тупо стоять и молчать. Возможно, Шавкат хотел, чтобы я начал перед ним лебезить, начал унижаться, начал просить прощения, что-то в этом роде, но я до этого не пал. Я просто тупо стоял молча, да, сохраняя остатки своего достоинства, честно вам скажу. И в конце я просто понимаю то, что как-то надо его останавливать, потому что если его сейчас не остановить, может случиться страшное. Я ему говорю, Шавкат, я тебя услышал, я тебя понял. Все, хорош. Да, ну, все хорошее не говорил, да, я буду говорить то, что я говорю. И он опять начинает. Я говорю, я тебя понял. Он говорит, ты понял, что я с тобой сделаю? Ты понял, какие последствия? Я говорю, я тебя услышал, я тебя понял. Это было сказано и на казахском, и на русском, то есть вот так вот, да, вперемешку. И уже после 3-го раза, когда я сказал, я тебя понял, я тебя услышал, после всех этих угроз, уже раз, все, разговор остановился, и мы вышли из этой душевой. Я уже ушел оттуда, да, но потом возвращался, то все. То есть, ребята, ситуация очень простая, да, я сейчас хотел бы обратиться к сотрудникам СМИ, к журналистам, к своим коллегам. Если мы будем, если мы никого не оскорбляем, если мы в своих
выпусках, в своих репортажах, в своих статьях, видео, какой-то материал преподносит без оскорблений. Опять же, у меня не было оскорблений ни одного в сторону Шавката. И все. Если мы никого не оскорбляем, если мы в рамках приличия, в рамках, допустим, да, себя держим, и бойцы, профессиональные бойцы, к примеру, да, в частности, подходят к нам и начинают угрожать нашей жизни, угрожать нашему здоровью с целью, чтобы мы замолчали, заткнулись, проглотили, либо наоборот сказали по-другому, как оно есть. Если такое происходит, это значит, ребята, здесь молчать ни в коем случае нельзя, потому что прецедент бывает только единожды. После этого это обыденность. И тогда грош цена всей нашей работе и вообще, значит, спортивной журналистики Казахстана просто не будет. Сегодня это сделал Шавкат, завтра другой кто-то посмотрит, скажет, почему Шавкату можно, а мне что ли нельзя, и все поедет и покатит. Поэтому я сейчас с вами поделился этим, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, мне важна моя безопасность. Это все-таки, я еще раз повторюсь, это 3-й номер, если что. И если Шавкат Рахмонов осуществит свой коварный план, да, своими руками, к примеру, да, руками, ногами, локтями, коленями, либо посредством чужих рук, что тоже вполне вероятно, у него огромная армия поклонников, фанатов, это будет означать только одно, ребята. Вся наша казахстанская журналистика идет на X, Y и краткое. Вот и все, друзья. Это моя субъективная точка зрения. Болельщикам, фанатам, любителям ММА я могу сказать только одно. Мы журналисты, если мы никого не оскорбляем. Я говорю конкретно про оскорблений нету. Мы делаем свою работу, преподносим материал, делаем свои какие-то очерки, выводы и все в этом роде, чтобы общаться и с вами в том числе. Но нам нельзя угрожать нашему здоровью, жизни и семье, к примеру, да, в общем, в целом. Так что отнеситесь к этому, я вас прошу, с пониманием. Ал енді бұл жайлы не ойларыңыз бар? Журналисттің айтып жатқаны рас па, жоқ па? Рас болса Шавкаттың ісі дұрыс па, жоқ па? Барлығын комментарийға жазыңыздар. Барлығын оқимын. Сіздермен болған Төбелес арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Қош аман, сау болыңыздар.